Добрый день. Это Коммунистическая партия Республики Беларусь. Да. А вы реально хотите ко власти прийти в Республике Беларусь? Идите вы, это самое... Вот я не думала, что Чемоданова. Да, Чемоданова в оппозиции, между прочим. Она же не зря в кандидаты идет. Я не знала, что она в оппозиции. Вы звоните в прокуратуру города Минска. Что вы хотите? Осуществляется захват государственной власти путем выборов. Вы можете обратиться в письменном виде на приеме у дежурного прокурорского работника, оставить ваше обращение в ящике для обращений, либо через единую интегрированную систему обращений. То есть, пока вам не напишешь, вы не сообразите, да? Порядок я вам пояснила. Обращайтесь, это пожалуйста, беспорядок какой-то. Вы там вам вообще пояснила. не оправдываете никаких наших ожиданий. Чемоданова хочет захватить власть. Прывітанне. Прыхільнікі існуючай улады падаліся кандыдатамі ў прэзідэнты. Сярод іх дзве жанчыны, якія аслухаліся Лукашэнку, бо канстытуцыя, як мы ведаем з яго словаў, не пад жэншчыну. Чаму аматары дыктатара ствараюць яму канкурэнцыю? У чым сэнс? Сегодня с гэтым разобраться мне дапамогуць я бацькі. Поехали! В одном из стримов я тебе сказал, что у нас наша страна, и мы православные, у нас должен быть крепкий лидер, понимаешь, жесткий, но справедливый. Это должен быть мужчина. Это ж, понимаете, кандидат в президенты – это человек, который хочет прийти к власти. Это который хочет подвинуть Александра Григорьевича с этого поста. Ну, это амбиции. Подвинуть, да вряд ли. Они прекрасно знают, что у них ничего не получится. Ну, однозначно. Ну, попробуйте. Ну, почему нет? Ну, пойми, что их не поддержат, исходя из всех результатов выборов. У нас в стране все возможно, у нас свобода, у нас нет проблем с этим. Ну, прийти к власти – это хорошее желание вообще? Власть, на то и, наверное, и власть, чтобы к ней было желание прийти. Ваша партия хочет прийти к власти? Наша партия, все сказано Олегом Сергеевичем о нашей партии. И Сергеем Васильевичем в свое время. Что ты меня учишь, придурок? Там Ольга Чемоданова и Конопадская Анна хотят сместить Александра Григорьевича, прийти к власти. Что ты по этому поводу думаешь? Нет, подожди. Мне во всяком случае выдвигается намерение его сместить не стоит, а побороться в честной конкурентной борьбе. Но, учитывая фигуру Александра Григорьевича, их потуги, конечно же, может, это, наверное, ничтожно, мизерным. Так а зачем поэтому... тогда это? Если они вообще, не верят по Конопадскую, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем вообще, в принципе, она участвует в этом. Им же президент четко сказал, что еще в 2020 году, что Конституция не под женщину у нас. В принципе, учитывая ее бэкграунд, я вообще не понимаю, на чью поддержку она вообще рассчитывает, даже, в принципе, учитывая, что там 100 тысяч, по-моему, надо набрать подписи, да. Лично для меня сомнительная фигура во всех смыслах, и плюс еще даже, если ты выдвигаешься, в принципе, да, как лидер некий, да, ну, что ты сделала за эти 4 года. То есть тебя, грубо говоря, сама же власть отбелила, но какие у нее там достижения на самом деле? Ну, тот ли это лидер, за которым стоит идти, либо она за это время, ну, условно, там, построила завод, там, и так далее. Ну, а Чемоданова я как-то не могу ничего сказать. Мне кажется, что есть довольно-таки много вопросов по идеологии, которые надо решить, как ей, для чего она выдвигалась. Но это уже не нам, наверное, решать. Нет, ты знаешь, я в роли лидера вижу только мужчину, исключительно за мужчиной. Гайдукевич? Я уважительно к нему отношусь, но тоже нет. Олег, ты сможешь управлять страной? Я могу все. Значит, если ты не можешь управлять своим телеграммом, если ты все. За писюн хватаешься и за политику одновременно. За письку хватаешься ты, потому что ты рассматриваешь не мужские надо на письки. меня переводить. Не надо рассматривать мужские письки. Не надо как лазить за в тебя интернете, можно голосовать? Смотреть, что не надо. Он же все-таки лидер либерально-демократической партии у нас в Республике Беларусь. Вот я хочу посмотреть процент, который он соберет. Я же им звонил в прошлый раз, и там у них нету понимания того, что они хотят прийти к власти. Даже мне сам этот старожил, первый главарь этой партии Сергей Васильевич, Гайдукевич, сказал, не смог ответить на этот вопрос. А что вы мне звоните? Кто вы такой?
Я Шут гражданин Гороховый. Республики Беларусь, который хочет знать, хотите вы к власти прийти? Я говорю, ты Шут Гороховый или кто ты? Не Что тыкай ты за меня. Ну что меня? Ну что вы, идиоты, шуты вы ненаглядные. Хватит вам уже звонить, придурков. Звоните в Васильевич, другие места. успокойтесь, Что? возьмите себя в руки. Ну, я думаю, что все-таки они либерально-демократическая партия, это внутренняя оппозиция. Внутренняя Зачем оппозиция наша. это внутренняя позиция Республики для Беларусь. граждан Республики Беларусь? Тогда это какая польза? Но в любом случае у них какие-то взгляды есть определенные на жизнь, что-то хотят принести, изменить, предложить. Я хочу, чтобы такие, как ты, никогда, ни через 10 лет, ни через 20, ни через 40, не такие придурки, как Латушка, Тихановская, дебил Цыпкало, Жополис, значит, Бабарика, Варюга, Шариков, Тихановский никогда не пришли к власти. Это Ни так сейчас, будущий ни президент через говорит. 10, ни через 20, ни через 30, чтобы вы жили там, вот в Литве ты жил, мел метелкой двор и притворялся вечером, что ты еще чем-то значимым занимаешься. Зараз паглядзіце, што будзе, калі паспрабаваць сярод ябацік пасабіраць подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў. А я развітваюся з вами. До сустрэчы ў эфіры. Жыве Беларусь. Алло. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Да, здравствуйте. Собираем подписи за Ольгу Чемоданову. Просим и вас присоединиться. Это кто это? Как кто это? Это же кандидат в президенты. Не знаю, я такой не хочу. Она подтянет Чемоданова это? Подтянет? Если пошла, значит потянет. Ну вот. Все, извините, меня есть свой президент. Хочу, чтобы ты прокомментировал ситуацию с Ольгой Чемодановой. Почему она... Да я ее в глаза прийти. никогда не видел. Знаешь, вот, пускай она свои чемоданы эти берет и... Ну, ты понял, да? Так может вы нам дадите свою подпись? Нет, я буду другому президенту отдавать. За Чемоданову, конечно, молодцы, да. Не надо мне никого, никаких чемоданов, никого. Согласны, чтобы она пришла к власти? Согласен. Почему? Интересная персона. А Лукашенко куда тогда? Куда-нибудь. Хорошо. Лукашенко я тоже подпись поставлю. Согласна. А вы хоть знаете про нее что-нибудь? Ну, знаю, что это в исполкоме где-то там кем-то... Ну, я знаю. Не хотим. Мне не интересны остальные кандидаты. Мне интересен только вот Александр Григорьевич. Он очень... Я верю, что он все хорошо, все устраивает. Как по мне, слушай, пускай бы батька просто, как говорится, уже правил и все. А вот устраивать вот эту имитацию... Нет, это не посмешишь, просто имитацию скажем, выборов, ну, зачем? Ой, не знаю, мне бы вообще оставался Лукашенко до конца. А я не хочу Чемодановой. Почему это? Я не знаю. Не буду ни за кого не ставить подписи, извините, а то потом на работу не берут никуда. Вот. Как? Так что... А у вас что, работы нету или что? Извините. Нет, она мне уже и не нужна, я уже пенсионерка, но как подпишешься за кого-нибудь, так потом и никуда не устроишься. Нет, я ни за какую Чемодану не буду отдавать голос. А может за Конопадскую Анну? И за Конопадскую тоже. А за Гайдукевича, может, Олега? Гайдукевича тоже нет. А чего? Ну, я разберусь сам, за кого мне отдавать. Вот уже в 20-м разобрались и уже Тихановскую выбрали, помните? Ну, знаю такую. Ну, так может Ну не вот. разберетесь сами? Значит, такие люди, раз разбираются, они не Ну понимают. вот и вы сейчас что- выберете кого-нибудь там, не знаю. Я разберусь сам. Я не знаю, кто собрался и не имею представления, но я считаю, что их шансы нулевые. Так а чего же они лезут тогда? Ну, а кто их знает? Хотят выбиться в люди, наверное. Так а Я что? просто не знаю, кто в кандидатах. Гайдукевич такой есть. А? Гайдукевич Олег, например. Ну, этот, может быть, еще какие-то шансы возле президента покрутиться есть. Я такой не знаю. К власти хочет прийти человек. Слава богу, а дойдет ли? Вот не дойдет, если вы не отдадите подпись. А я политику ее не понимаю. Я вообще не знаю такого человека и ее политику, чтобы она пришла. Это ни имя, ни фамилия мне ничего не говорит. А Анна Конопадская говорит? Анна Конопадская тоже как-то не вписала, хотя телевизор смотрю. А Олег Гайдукевич? Ну, Гайдукевич. Гайдукевич мне нравится.
А кто такая Тихановская? Ладно, неважно. Короче, вот так же Чемоданова хочет, как Тихановская. А, такая, как Тихановская, нам не нужны. Главное, что она любит нашу страну, борется за нее Ага. и все делает для того, чтобы она процветала. Так вот, Тихановская тоже любит нашу страну и борется. Она ее не любит, поверьте мне. С чего взяли? Если бы она любила, она бы не делала все то, что она сделала. Забастовку не призывала бы, предприятия и так далее. По миру мотаете, только призывает. Ну, это Потом сам же видите, что- Лукашенко допустил ее к выборам, и вот поплатились. Что значит Допустил. допустил? Ну, Почему допустил, допустил? разрешил участвовать в выборах, так и Чемоданова сейчас разрешит, и Чемоданова придет к власти. Я не думаю. А вот никто не думал, что и Тихановская придет. А она и не пришла к власти. Ну как не пришла? Он ездит по заграницам, с Байденом здоровается там. Она уже никто. А Лукашенко так не может. Ну, против него давно уже введены санкции. А Он за не что? выездной, понимаете? А за что же? Вот за что? А вот за то, во что превратил нашу страну в красивую, с хорошими людьми и так далее. Надо как Ленин приходить к власти. Помните, как он приходил? Ну и как он приходил? Кто ему платил? Запад платил, в Германии Ну жил, за вот, границей. так о чем мы говорим тогда? Ну, так у нас же памятники ему стоят. Ну, стоят, ну, что-то ж он сделал в истории, немало. Так Он что победил. каждый какую-то свою лепту в истории, это наша история, и никуда от этого уже не деться. Так и БЧБ это тоже история. Вон Лукашенко принимал присягу под им. Ужасная история, поэтому... Вы знаете, что за 30 лет почти 1 миллион белорусов не стало. То есть демографическая яма у нас. Ну, ямы я как таковой не вижу, я слабый политик. Так при чем тут политика? Это статистика. Но такой статистики я нигде не читала. Ну, конечно, вам про такое не расскажут, потому что, ну как, чем тут хвастаться? А Ольга Чемоданова обещает повысить рождаемость, и чтобы у каждой семьи по 3 ребенка было. 3-й ребенок ее будет. Так уже и так 3-й ребенок нашего батьки. Да нет, он все сбрехал и не сдержал обещанного. А Ольга Чемоданова, она женщина, она сдержит. Ну, может быть, молодые пойдут за ней. А мы уже свое отражали. Нам уже это не грозит, и ничем мы ей помочь не сможем в этом Вот плане. именно, извините, как вас зовут, извините? Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, вот вы уже свое отжили и мешаете нам, молодым, будущее строить прекрасно. Вот сидит этот дед Лукашенко у власти 30 лет, и с ним нет никакого будущего, только про прошлое вспоминаем. Он мне симпатичен, я тоже живу в прошлом. Помните, как Брежнев правил, да помер, а потом Черненко, Андропов, кто там, умирали один за одним. Это что было, власть? Ну, это тоже история, скажем так. Ну, во всяком случае, после Брежнева была очень сложная ситуация, согласитесь. Ну, так и батька же не вечный, он же тоже как помрет. говорится, из прошлого века, и нам все это известно. Так я же Зачем мы говорю, будем что оспаривать может то, что уже произошло? молодым прийти к власти, потому что он же старый, будет Каким как молодым? просто... Для того, чтобы прийти, надо что-то знать, что-то уметь. А кто придет к власти, если им, во-первых, его уже уважают, его все знают, и он столько сделал для страны. Я пережила и 90-е, и знаю, что это такие, и 2000-е. Поэтому не надо мне рассказывать. У нас Я все равно, меня не переубедишь. Я Если понимаю. вы считаете, что кого-то можно переубедить, пожалуйста, переубеждайте. Ну, вот я вам Но хочу- для меня, кроме батьки, другого президента я не Я и не вижу. собираюсь вас переубеждать, не собираюсь. Татьяна Борисовна, вы имеете право на свое мнение. Но за 30 лет правления батьки почти на 1 миллион белорусов стало меньше. И сейчас мы в демографической яме. Вы знаете, вы меня за что агитируете? Вы хотите, чтобы я Чемоданову. вас послала? То я могу вас послать. За Чемоданову Имею полное голосуйте. на это право. Я не хочу больше разговаривать. Вы мое мнение услышали? Вы Вам его предательница. достаточно? Вы будущего Я не другого желаете. это самое вам не Не скажу. желаете будущего Всё, нашей до свидания, Беларуси. всего вам доброго. И вам доброго. А вы госдолг Беларуси видели? А у кого его нет? Назовите мне хоть одну страну.
Ну вот как мог довести до такого Александр Григорьевич? Сколько у нас деноминаций, до девальвации прошло за это время? Назовите мне хоть одну страну, у которой нет долга. Ватикан. Даже у Америки. Ватикан. Ну, что там Ватикан? Ватикан – это маленькая страна Ну, внутри страна, другой. вы сказали назвать, я назвал. Вот. Одна страна внутри другой. Это ничего. Ну, а зато Ни о там чем не власть говорит. какая, концентрированная власть. Вот такой, до такой Александру Григорьевичу еще никогда не добраться до такой власти, как там. Это, Анна Валентиновна, спасибо. Благодаря ему вот за 30 лет, вы понимаете, За 30 лет благодаря ему почти нормальной миллион белорусов почти исчезло. Почти миллион белорусов не стало. То есть демографическая яма у нас сейчас за 30 лет правления Александра Если бы, Григорьевича. как пришел он к власти и не упустил молодежь, этого бы никогда не произошло. Сейчас очень хорошо с молодежью работает и со всем населением. И это надо было на протяжении всего времени, как было в годы СССР. Ах, елки-палки, не побило вас еще время этих СССРовских змагаров. Сколько вы нам Поверьте жизнь уже мне. будете портить со своим СССРом? Развалился ваш СССР, все, нету его. Вот я не думала, что Чемоданова. Да, Чемоданова в оппозиции, между прочим. Она же не зря в кандидаты идет. Я и не знала, что она в оппозиции. Ну, а так я как... так и верила. Ну так послушайте, любой кандидат, который пытается прийти к власти, он же в оппозиции к действующей власти. Вы об этом когда-нибудь думали? Ну, поживем, увидим, короче говоря. Ну, Хайдукевич еще есть, знаете такого? Гайдукевича тоже знаю, но это не президент. Чего? Сразу скажу. Мне он как-то не очень Ну и мне не очень такой лысенький. симпатизирует. А это Конопатская еще есть. Ой, Конопатская это есть. вообще даже не называйте мне этих остальных. Я почитала все. А, вы интересуетесь все-таки? Нет, так люди хотят... Естественно, и я провожу, знаете, какую политику всем. Какую? Правильную. А, ну вот понятно, Я вы же бывший с СССР. коммунист. Бывший. А что бывший? Ну, потому что я тогда, когда уже закрылась коммунистическая партия, все, я больше не вступала. Так сейчас, кстати, от коммунистов Сыранков какой-то идет. Слышали? Нет, я не слышала про В него. кандидаты. Да он сказал, что он не претендует, он не хочет прийти к власти, он просто поддержать Александра Григорьевича. Это вообще позорище какое-то. И увидел бы его Брежнев. Или кто там из коммунистов. Как так? Или Зюганов. Зюганов, да. Прийти к власти не хотят, понимаете? Коммунисты, это с каких пор? Это вот до чего довел Александр Григорьевич нашу страну, что коммунисты не хотят прийти к власти. А при чем здесь Александр Григорьевич до коммунистической партии? Потому что под ноготь он взял эту коммунистическую партию, она не может пикнуть и рыгнуть. Кандидат идет, чтобы поддержать Лукашенко на выборах. Это что такое? Это то же самое, что теплый снег. Чувствуете Я не оксюморон? думаю, что он взял эту партию под себя. Сомневаюсь я в этом. Ну, кандидат признался в том, что идет поддержать Александра Григорьевича на выборах. Это в чем Ну, смысл? Значит, плохой такой человек, который так мыслит, чтобы поддержать. Вот, молодцы. Выпендриться хочется и все, вы меня извините. Ну, молодцы, Анна Валентиновна. Вот мы таки вскрыли нарыв этих предателей и вредителей политических. Спасибо вам, Анна Валентиновна. Все, ждем ваш... Короче, мы к вам не поедем, потому что вы за Лукашенко. Короче, голосуйте за кого хотите, а мы к власти придем по-любому. Хорошо, давайте.